الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا. Дорога в Карбала. إلى كربلاء ويمضي القضاء أبيت الرجوع ليقضى البلاء. إلى كربلاء ويمضي القضاء أبيت الرجوع ليقضى البلاء. طلبت المسير لسنة حق أردت لتحيا فكان الإباء. طلبت المسير لسنة حق أردت لتحيا فكان الإباء. فسرت وساروا من الآل جمع ولله كانوا هم الأوفياء. فسرت وساروا من الآل جمع ولله كانوا هم الأوفياء. وداعا 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 أيا سبط خير الأنام. رحلت شهيدا لرب السماء. وداعا أيا سبط خير الأنام. رحلت شهيدا لرب السماء. إلى كربلاء إلى كربلاء إلى كربلاء إلى كربلاء. Третья серия. إلى كربلاء ويمضي القضاء. Хвала Аллаху, Господу миров, который ниспослал Коран, являющийся верным руководством и напоминанием для обладающих разумом. Благословение и приветствие лучшему из тех, кто когда-либо ходил по земле, и кому задавали вопросы, и он ответил на них. А также мир и приветствие его семейству, его сподвижникам и всем тем, кто следовал их путем до судного дня. А затем, дорогие зрители, после смерти предводителя правоверных Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, люди дали присягу Аль-Хасану ибн Али, да будет доволен Аллах ими обоими. И между мусульманами, жителями Шама и жителями Ирака чуть не разразилась война, ведь проблема между ними не была решена, а только лишь приостановлена на время. Как же поступил имам Аль-Хасан в этой сложной ситуации? Мы видим, как он предлагает умме мирное решение этой проблемы и добровольно отказывается от власти. Ради чего? Ради того, чтобы сохранить жизни мусульман, ради единства уммы. И вот Аль-Хасан и Аль-Хусейн, да будет доволен Аллах ими обоими, приезжают в Шам к Муавии и здесь присягают ему в верности, и этот год был назван годом объединения. وسمي هذا العام بعام الجماعة. Отказ Аль-Хасана от власти показывает нам, что он, да будет доволен им Аллах, прекрасно понимал, как важно учитывать и вред, и пользу при решении религиозных вопросов, ради пользы для общины, чтобы сохранить жизни мусульман. Он отказывается от личной выгоды. И этим великим мирным решением имам Аль-Хасан осуществил пророчество посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Однажды, сев на ступеньку минбара, он показал в сторону Аль-Хасана и сказал следующее: «Поистине, этот мой сын является господином, и, возможно, Аллах, благодаря нему, примирит две огромных группы мусульман».
Однажды имаму Аль-Хасану, да будет доволен им Аллах, сказали: «Поистине, люди утверждают, что ты стремишься к власти. Аль-Хасан стремится к власти». Так что же Аль-Хасан, да будет доволен им Аллах, сказал в ответ? Послушайте слова этого великого реформатора. «Головы арабов были в моих руках. Они враждовали с тем, с кем я враждую, и заключали мир с тем, с кем я заключаю мир, и я отказался от власти, желая добиться довольства Аллаха». Вот они, слова великих людей, слова реформаторов, слова предводителей семьи посланника Аллаха, да будет мир над ними. السلام تحية يا آل بيت نبوة ورشاد يا آل بيت نبوة ورشاد ذكركم في العالمين مدارس في سيرة وعقيدة وجهاد ذكركم في العالمين مدارس في سيرة وعقيدة وجهاد في سيرة وعقيدة وجهاد. Мусульмане договорились, что после смерти Муавии следующего халифа будет избирать совет мусульман, как это и было прежде. И вот до Аль-Хасана дошло, что некоторые люди говорят, что он хочет быть халифом после Муавии. И он сказал: «О люди! О люди, я не хочу быть халифом после Муавии. И если бы я хотел быть халифом, то никогда бы не отказался от власти». И если бы Аль-Хасан, да будет доволен им Аллах, действительно хотел власти, то он смог бы объединить вокруг себя людей. Но он выбрал то, в чем польза для всех мусульман. Вот оно, семейство посланника Аллаха, да будет мир над ними, выпускники его школы, которые заботятся не о личной выгоде, а о том, в чем польза для общины, как поступил имам Аль-Хасан, чтобы стать господином этой общины, и чтобы с помощью него Аллах примирил мусульман и сохранил их жизни. Разве Всевышний Аллах не сказал: «И не припирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил»? И таким образом имам Аль-Хасан уступил власть, и Аллах Всевышний примирил благодаря нему общину Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. После того, как Аль-Хасан уступил власть Муавии, да будет доволен ими Аллах, мусульмане пришли к согласию и снова объединились. Да, они объединились вокруг Муавии, хотя Аль-Хасан своей степенью и достоинствами превосходил его, но таково было предопределение Аллаха для того, чтобы эта община вновь сплотилась после раскола. Воистину, это ваша религия, религия единая. Я же ваш Господь, поклоняйтесь же мне. И как только община объединилась вокруг одного человека, мусульмане начали распространять религию Аллаха по всему свету. И вот мусульманские армии двинулись на Византию, Северную Африку, Сижистан и Хурасан. Знамена единобожья развивались повсюду, и везде были слышны такбиры мусульманских армий. И благодаря тому, что община была объединена, ее положение стало стабильным, и мусульмане занялись распространением религии Аллаха. Мусульмане также сплотили свои силы против внутреннего врага, секты хариджитов, знамя которых было повержено, а войско было разгромлено и рассеяно по свету. После победы над хариджитами положение общины стало еще более прочным. Все это было достигнуто благодаря милости Аллаха, а также благодаря отказу от власти Аль-Хасана ибн Али, господина этой общины, да будет доволен им Аллах и сделает его довольным. Дорогие зрители, отношения между Аль-Хасаном и Аль-Хусейном и Муавия, да будет доволен ими всеми Аллах, были построены на любви и милосердии, как сказал Всевышний Аллах. Мухаммад – посланник Аллаха, те, которые вместе с ним суровы к неверующим и милостивы между собой. И когда Аль-Хасан и Аль-Хусейн приезжали к Муавии в Шам, то он всегда оказывал им щедрый прием.
выделял для них большие суммы денег. Однажды распорядился выдать им 100 тысяч дирхемов, а иногда давал и больше. К тому же Муавия назначил Аль-Хасану годовое жалование, которое ему регулярно выплачивалось. Даже после смерти имама Аль-Хасана, да будет доволен им Аллах, дружеские отношения между Аль-Хусейном ибн Али и Муавией не прервались, да будет доволен Аллах ими обоими. И когда Аль-Хусейн приезжал к Муавии, да будет доволен Аллах ими обоими, то Муавия поднимался навстречу к Аль-Хусейну, говоря: «Приветствую тебя и добро пожаловать к нам, о сын посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Но некоторые жители Куфы, воспользовавшись смертью имама Аль-Хасана, да будет доволен им Аллах, стали отправлять имаму Аль-Хусейну множество посланий и писем, подстрекая его выступить против Муавии, да будет доволен им Аллах. Но Аль-Хусейн, мир ему, отказался нарушить присягу в верности, которую он дал Муавии. В это время он занялся преподаванием шариатских знаний в городе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. К тому же, при правлении Муавии, да будет доволен им Аллах, Аль-Хусейн продолжал принимать участие в политической жизни государства, и мы видим, как он участвует в первом походе мусульман на Константинополь. Давайте послушаем историю этого похода. Муавия, да будет доволен им Аллах, хотел взять Константинополь и отправил в Византию войско во главе с Бусром ибн Аль-Артох. Но из-за прочных крепостных стен тот не смог взять город. И Буср ибн Аль-Артох попросил у Муавии военное подкрепление для взятия Константинополя, который был окружен многочисленными крепостными стенами. Тогда Муавия обратился к людям: «Кто желает воевать и сражаться на пути Аллаха, пусть выходит». И на призыв этот откликнулось большое количество людей, которые выходили в одиночку и группами. Все они хотели сражаться на пути Аллаха. И амиром этого войска Муавия назначил своего сына Язида. В этом войске было огромное количество сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Все они желали сражаться и умереть на пути Аллаха. Среди них находился и Абу Аюб Аль-Ансари, который уже был в преклонном возрасте. Среди них были и Абдуллах ибн Аббас, и Абдуллах ибн Умар, и Абдуллах ибн Зубайр, и многие другие сподвижники. И среди них, подобно сияющей луне, находился внук и любимец посланника Аллаха Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах и сделает его довольным, который готовился сражаться на пути Аллаха вместе с другими сподвижниками. Да, Аль-Хусейн не был таков, чтобы оставить сражение, в котором поднималось знамя ислама, и мусульмане объединились для борьбы с врагами Аллаха. И это войско во главе с Язидом направилось в Константинополь. Войско двинулось в сторону Константинополя, и мусульмане вспомнили хадис посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Первому войску, которое будет осаждать город императора, будут прощены все грехи. И вот армия мусульман начала осаду города. Армия римлян скрылась за крепостными стенами. Город был окружен 7 стенами, высота каждой стены была более 13 метров. И вот уже у этих огромных стен Константинополя скакала конница мусульман. И среди войска мусульман находился внук посланника Аллаха Аль-Хусейн, мир ему, который сражается на пути Аллаха и надеется погибнуть на его пути, чтобы достичь самых высоких ступеней рая, ширина которого равна ширине небес и земли. И вместе с ним сражаются Абдуллах ибн Зубайр, Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Аббас, Абу Аюб и многие другие сподвижники. Все сражаются на пути Аллаха. В течение 6 месяцев мусульмане осаждали город. Осада стен Константинополя вселила ужас и страх в сердца всех римлян. Вот оно, войско мусульман, о котором Аллах Всевышний сказал следующее: «Среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили с Аллахом». Вселили страх и ужас в сердца римлян, а затем благополучно вернулись домой. Отношения между Муавией и Аль-Хусейном, да будет доволен ими обоими Аллах, как и раньше, оставались хорошими, и ничто не могло омрачить их. Однако в конце правления Муавии произошло событие, вызвавшее недовольство Аль-Хусейна. Муавия завещал правление и власть после его смерти своему сыну Язиду. Это решение очень расстроило Аль-Хусейна, и Аль-Хусейн имел полное право быть недовольным. Ведь среди мусульман были люди более достойные, чем Язид.
И как можно назначить Язида халифом без совета и собрания мусульман, когда Всевышний Аллах говорит о верующих: совещаются между собой о делах? По этой причине после смерти Муавии Аль-Хусейн отказался присягать Язиду. И эта весть дошла до жителей Ирака. И тут к Аль-Хусейну начали приходить письма и послания от жителей Куфы, которые звали его к себе, чтобы присягнуть ему в верности. К нему пришло более 500 писем. Они даже отправили к нему послание со списком имен тех, кто присягнул ему. Тогда Аль-Хусейн отправляет в Куфу своего двоюродного брата Муслима ибн Аль-Акиля, чтобы тот выяснил, действительно ли жители Ирака готовы присягнуть ему. И вот Муслим прибывает в Куфу. После прибытия в Куфу Муслим ибн Аль-Акиль начал принимать присягу в верности Аль-Хусейну, и к нему стали приходить жители Куфы. Люди приходили сотнями и даже тысячами. Все хотели присягнуть Аль-Хусейну. И вот к Аль-Хусейну ибн Али, мир ему, пришло послание с тем, чтобы он начал собираться в путь из Мекки в Куфу, поскольку люди полагали, что жители Куфы действительно окажут ему поддержку. Людей, присягнувших Аль-Хусейну, становилось все больше и больше, и весть об этом дошла до Язида ибн Муавии. Тогда он повелел Убайдилле ибн Зияду, этому жестокому человеку, присоединить Куфу к себе и не позволять людям присягать Аль-Хусейну и заставить отказаться от присяги тех, кто уже присягнул ему. Муслим ибн Аль-Акиль продолжал принимать присягу у людей. Все больше людей присягало Аль-Хусейну, и вокруг Муслима собралось около 4000 человек из жителей Куфы, и он направился с ними ко дворцу Убайдилля ибн Зияда и окружил его. Убайдилля же приказал закрыть ворота и скрылся во дворце. Оттуда, раздавая им щедрые подарки, он начал подкупать предводителей и вождей племен, для того, чтобы те отказались от присяги Аль-Хусейну. И эта уловка удалась. Все меньше и меньше людей оставалось возле Муслима ибн Аль-Акиля. Подкуп и подарки начали делать свое дело. Люди стали отказываться от присяги Аль-Хусейну, и предательство стало распространяться среди жителей Куфы. Их было 4000 человек. Затем рядом с Муслимом осталось всего лишь 500 человек. Затем их количество уменьшилось еще больше, и осталось всего 300. Затем их количество уменьшилось еще больше, и осталось всего 30 человек. После того, как Муслим прочел с ними вечерний намаз, они оставили его одного. Он остался один. Все жители Куфы предали его, и он отправил письмо Аль-Хусейну: «Возвращайся с семьей обратно, и пусть тебя не обольщают жители Куфы. Поистине, они солгали тебе и солгали мне, а лжецам нет доверия». Все оставили его. Не зная, куда идти, Муслим брел во мраке, и люди Убайдилля ибн Зияда схватили его и отправили к Убайдиллю, этому жестокому человеку, который убил Муслима ибн Аль-Акиля. И было это в день Арафата. Имам Аль-Хусейн, мир ему, вышел из Мекки 8 числа месяца Зуль-Хиджа 60-го года по хиджре. Вышел из Мекки, направляясь в Куфу. Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, отправился вместе со всеми членами своей семьи, со своей сестрой Зайнаб бинт Али ибн Абу Талиб, с большинством своих братьев Джакфаром, Аббасом, Абу Бакром, Умаром, Усманом. Отправился со всеми своими сыновьями, Али старшим и Али Зейнуль Абиддином, Абдуллой, Абу Бакром, Умаром. Отправился вместе с сыновьями своего брата Аль-Хасана, Аль-Хасаном Мусана, Тольха, Абу Бакром, Умаром, а также вместе с сыновьями Аль-Акиля ибн Абу Талиба и сыновьями Джакфара Тойяра. Все они вместе с Аль-Хусайном, мир ему, отправились из Мекки в Куфу. Когда весть о том, что Аль-Хусейн, мир ему, отправился в Куфу, дошла до сподвижников, то многие сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пытались отговорить его от этой идеи. Во главе них был Абдуллах ибн Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах.
Абдулла ибн Зубайр и Абдулла ибн Аббас. Что же касается ибн Аббаса, то он сказал Аль-Хусейну: «Куда же ты направляешься, о сын Фатимы?» Аль-Хусейн ответил: «В Ирак, к своим сторонникам». Тогда ибн Аббас сказал: «О Аль-Хусейн, я не желаю тебе этого. Как ты можешь ехать к людям, которые убили твоего отца? Если бы это не задевало твоего и моего достоинства, то я бы вцепился в твои волосы и не позволил бы тебе ехать туда. Поистине, я боюсь за тебя перед лицом этой опасности. Поистине, жители Ирака — народ вероломный. Не обольщайся ими, оставайся в этой земле или же отправляйся в Йемен. Ведь в ней очень много крепостей и ущелий, и будь вдали от людей». Но Аль-Хусейн все же решил ехать в Ирак. Тогда ибн Аббас заплакал, и Аль-Хусейн сказал ему: «О сын моего дяди, клянусь Аллахом, я знаю, что ты желаешь мне только блага, но я уже принял решение ехать». إلى كربلاء ويمضي القضاء أبيت الرجوع ليقضى البلاء طلبت المسير لسنة حق أردت لتحيا فكان الإباء. Весть о том, что Аль-Хусейн, мир ему, отправился в Ирак, дошла и до Абдуллы ибн Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Что же он сделал? Он поспешил к Аль-Хусейну и ехал к нему в течение 3 дней и днем и ночью, пока не настиг Аль-Хусейна в дороге. И что же он сказал ему? Ибн Умар сказал: «Куда ты едешь, о Аль-Хусейн? Куда ты направляешься?» Аль-Хусейн ответил: «В Ирак. Со мной их письма, их послания и присяга». Тогда Ибн Умар сказал: «Не езжай к ним, о Аль-Хусейн, не езжай». Но Аль-Хусейн твердо решил продолжать свой путь. И Ибн Умар сказал: «О Аль-Хусейн, поистине ангел Джибриль явился к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы предоставить ему выбор между этой жизнью и жизнью вечной. И твой дед выбрал последнюю жизнь и не стремился к мирскому, и поистине ты часть посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Клянусь Аллахом, никто из вас не будет больше править, и то, от чего отвел вас Аллах, является только благом для вас». Но Аль-Хусейн отказался возвращаться. Что же тогда сделал Умар? Он обнял Аль-Хусейна и заплакал. И сказал Аль-Хусейну: «О Аль-Хусейн, прошу Аллаха уберечь тебя от смерти. Прошу Аллаха уберечь тебя от смерти». فسرت وساروا من الآل جمع ولله كانوا هم الأوفياء. Аль-Хусейн же, не прислушавшись к советам, которые ему давали, все же решил продолжить свой путь, и он ушел в сторону Ирака. Нет божества, кроме Аллаха, и я словно вижу толпу этих людей. Я словно смотрю на эту благословенную группу, на тех, кто среди них. Среди них самые чистые люди из тех, кого рожали матери, во главе которых стоял Аль-Хусейн, мир ему. Аль-Хусейн, в твоем караване шел Абу-Бакр, и Зейнаб, и Умар. Группа, подобная появлению зари. Они были подобны свету, распространившемуся по земле. وداعا وداعا أيا صبط خير الأنام وداعا أيا صبط خير الأنام رحلت شهيدا رحلت شهيدا لرب السماء. Аль-Хусейн, мир ему, по дороге в Ирак встречает посланца и получает от него весть.
Что же была эта за весть? Весть о том, что Муслим ибн Аль-Акиль был убит. Убил его преступник Убайдулла ибн Зияд. Какая же печаль тогда постигла Аль-Хусейна и его спутников? Аль-Хусейн пошел к сыновьям Муслима ибн Аль-Акиля и после того, как выразил соболезнования и утешил их, предложил им выбор – вернуться назад или продолжать путь вместе с ним. Сыновья Муслима сказали: «Нет, клянемся Аллахом, мы не вернемся, пока не отомстим за нашего отца». И большинство людей, Аль-Хусейн и его спутники, сошлись на том, что будут продолжать двигаться вперед. И вдруг появляется войско тирана Убайдиля ибн Зияда. Впереди войска шел отряд из 1000 воинов, во главе Аль-Хурра ибн Зияда ат-Тамими. Когда Аль-Хур ибн Зияд дошел до этой небольшой группы, состоящей из нескольких десятков мужчин, с которыми были их жены и дети, он начал вести переговоры с Аль-Хусейном, мир ему. Аль-Хур сказал: «Поистине я приказываю тебе вернуться туда, откуда ты пришел, чтобы Аллах не подвергал меня испытанию тобой. Вернись, откуда пришел». На что Аль-Хусейн ответил: «Нет, клянусь Аллахом, я не вернусь». И Аль-Хусейн продолжал упорствовать и припираться с ним, пока не сказал Аль-Хурру ибн Язиду: «Прочь от меня, да лишится тебя твоя мать». И тогда Аль-Хур сказал: «Если бы эти слова мне сказал кто-либо другой из арабов, я бы покарал его самого и его мать. Но что я могу поделать, когда твоей матерью является госпожа всех женщин мира?» نبهنني والليل داجي المشرقين شبهتهن وقد بكين وما ذرفن دموع عين بنساء آل محمد لما بكين على الحسين. Аль-Хусейн, направлявшийся в Ирак, остановился в этой местности, и он спросил своих товарищей: «Как называется эта земля?» Ему сказали: «Карбала». На что он ответил: «Арбун уа баля» — скорбь и беда. Они оставались в этой местности 3 дня, пока не наступила пятница. Войско Убайдиля ибн Язида уже было в полном составе, ведь к передовому отряду, состоящему из 1000 воинов, подошли и присоединились и еще 4000 воинов, и их общего количества достигло 5000 солдат во главе с Умаром ибн Саадом, который начал вести переговоры с Аль-Хусейном, мир ему. Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, сказал: «Умар, я предлагаю тебе выбирать одно из 3. Либо ты позволишь мне вернуться назад, либо я отправлюсь в пограничную область мусульман, либо поеду к Язиду в Шам». Тогда Умар сказал: «Нет, ты сам напишешь Язиду, а я напишу Убайдиле ибн Зияду». Когда же Убайдиля ибн Зияд узнал об условиях Аль-Хусейна, он сказал: «Нет, пусть сдается, и я сам решу, как с ним поступить». И кто ты такой, Убайдилля, чтобы любимец посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сдался на твое решение? Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах и сделает его довольным, сказал: «Нет, клянусь Аллахом, я никогда не соглашусь с решением Убайдилля ибн Зияда». И Аль-Хусейн твердо стоял на том, что не будет сдаваться на милость этого тирана. Рядом с Аль-Хусейном, да будет доволен им Аллах, было 72 всадника, а в войске Куфы, которое выступило против них, было 5000 воинов. И когда 2 группы встали друг против друга, послушайте, что сказал имам Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, обратившись к солдатам Куфы с проповедью и наставлением. «Подумайте, неужели вы хотите сражаться со мной, когда я прихожусь сыном дочери вашего пророка, и на всей земле нет больше у дочери пророка сына, кроме меня?» Послушайте, как достойно это произнесено. Затем он продолжил: «Ведь посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал обо мне и моем брате Аль-Хасане: эти 2 являются господами юношей в раю». И Аль-Хусейн начал побуждать солдат присоединиться к нему. И 30 воинов Куфы присоединились к Аль-Хусейну. Среди них был и Аль-Хур ибн Язид ат-Тамими, который руководил передовым отрядом. И когда воины увидели, что Аль-Хур уходит вместе с Аль-Хусейном, то сказали ему: «Ты пришел вместе с нами, а сейчас уходишь с Аль-Хусейном?» На что Аль-Хур ответил:
Горе вам, клянусь Аллахом, горе вам, поистине, я сейчас стою перед выбором рая или ада, и клянусь Аллахом, я ни на что не променяю рай, даже если меня будут рубить и жечь. Аль-Хусейн продолжал обращаться к предводителям войска Куфы, говоря: «О Шабс ибн Рабия, о Хаджар ибн Аль-Абджар, о Койс ибн Аль-Ашас, о Язид ибн Аль-Харис, разве вы не писали мне? Плоды уже поспели, и ты приедешь к войскам, которые были собраны для тебя. Так приезжай». На что они ответили: «Мы не делали этого». Тогда Аль-Хусейн сказал: «Субханаллах, напротив, клянусь Аллахом, вы сделали это». Представьте, каких размеров достигло предательство. Они отвернулись от него и оставили без помощи, а затем присоединились к войску, которое будет воевать с имамом Аль-Хусейном на земле Карбала. После такого великого предательства Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, стоя взывал к Аллаху, чтобы он покарал жителей Куфы, сказав следующее: «О Аллах, если ты продлишь их жизнь до определенного срока, то раздели их на многочисленные группы и сделай их убеждения разными. И пусть правители никогда не будут ими довольны, потому что они пригласили нас, обещая нам поддержку, а затем пошли против нас и убили». Войско Убайдулла ибн Зияда двинулось на Аль-Хусайна, да будет доволен им Аллах, со словами: «О Аль-Хусейн, либо ты подчинишься решению Убайдулля ибн Зияда, либо мы начнем сражаться с тобой». С кем они решили сражаться? Решили сражаться с внуком посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с его любимцем, с Аль-Хусейном ибн Али, да будет доволен им Аллах, и его отцом. Послушайте, что им сказал на это Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, который всей душой был привязан к Аллаху: «Дайте нам отсрочку. Я хочу провести эту ночь, молясь Всевышнему Аллаху». أثقلني ذنبي وأسهرني فبت ليلي في خوف وفي ندمي من لي سواك فهب لي منك مغفرة يا رب أنت عظيم الجود والكرم وقد أتيت بذلي باكيا أسفا ووحشة الذنب نار تصطلي بدمي مؤملا صفح من يهدي برحمته ومن يقيل بلطف عثرة القدم. Когда в этот день село солнце, а это было 9-го Мухаррама, и наступила ночь, то Аль-Хусейн и его спутники провели ночь в намазе, зикре и поклонении. В начале этой ночи Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, собрал своих спутников, братьев, сыновей и сыновей своих братьев, словно он знал, что произойдет утром этого дня. И когда они собрались, словно прощался с ними. Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, собрал их и сказал: «Кто хочет вернуться к своей семье, пусть идет, я разрешаю ему». Он позволил всем вернуться обратно, говоря: «Эти люди хотят меня, я цель всего этого сражения, поэтому кто желает уйти, пусть идет, я разрешил ему и разрешил вам». И все ему отвечают: «Клянемся Аллахом, нет нам жизни после тебя. Пусть Аллах не даст нам увидеть в тебе то, чего мы не желаем. Пусть Аллах не даст нам увидеть в тебе то, чего мы не желаем». Затем Аль-Хусейн обратился к сыновьям Аль-Акиля: «О сыновья Аль-Акиля, достаточно вам вашего брата Муслима, который был убит. Уходите, я разрешил вам, пусть вас не коснется зло».
Посмотрите, как был милосерден Аль-Хусейн к своим спутникам, да будет доволен Аллах всеми ими. Когда сыновья Аль-Акиля услышали эти слова, то сказали ему: «Что же скажут люди? Скажут, что мы оставили нашего шейха и господина, оставили сыновей, братьев нашего отца, и мы не выпустили вместе с ними ни одной стрелы, не сделали ни одного удара копьем и не нанесли вместе с ними ни одного удара мечом, и мы не знаем, что они делали». Нет, клянемся Аллахом, мы так не поступим. Напротив, мы отдадим за тебя свои жизни, свое имущество и свои семьи, и будем сражаться вместе с тобой, пока не погибнем. Как отвратительна жизнь без тебя! Как отвратительна жизнь без тебя! Все были едины, подобно одному человеку. Все хотели пожертвовать собой и своей кровью ради Аль-Хусейна, да будет доволен Аллах им и его спутниками. Аль-Хусейн и его спутники проводили эту ночь в намазе, в поясном и земном поклонах, в мольбе, обращаясь за помощью к Аллаху. Из их палаток доносились только чтение Корана, мольба и плач. Эта ночь принадлежала Аль-Хусейну и его спутникам. Что же касается их врагов, то они ждали утра, чтобы наброситься на группу лучших людей того времени, на членов семьи посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Аль-Хусейн совершает намаз. Его спутники тоже совершают намаз, обращаются к Аллаху с мольбами о прощении, ведь утром они встретятся с Всевышним Аллахом. Мы те, которые, когда их призывают на намаз, а война орошает землю красной чашей, направляют лица в сторону Хиджаза и говорят такбир, так, что их слышит Джибрил и говорит такбир за ними. Их не волнует, что они окружены врагами, ведь их сердца связаны с Аллахом. Их не беспокоит, что этим утром они умрут. Эту ночь они не спят. И как может спать тот, кого ждет встреча с Всевышним Аллахом? Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем мы их наделили. Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаянии за то, что они совершали. Земля свидетельствует за них. Земля слышит их плач и рыдания. Поистине они являются группой верующих. Поистине они являются членами семьи посланника Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. والأمة أرقها السفر وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحدر ساروا في ركبك أياما أملا والحب له صور وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر وخرجت لتحيي أمتنا وهناك يسابقها القدر ومشيت تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر وخرجت لتحيي أمتنا وهناك يسابقها القدر ومشيت تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر وخرجت لتحيي أمتنا وهناك